Зеленскому угрожает убийством Белый дом, новый глава ФБР и его связи с Россией и неожиданное признание порнозвезды. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Женевские встречи, тайные переговоры США и России к чему уже привели. США убирают проукраинские формулировки из заявления G7, идет игра в нейтралитет. Точное количество потерь российской армии на войне, кто посчитал и насколько точно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, и не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Вашингтон аккуратно подчищает текст заявления Большой Семерки, чтобы не злить Кремль и не мешать тайным переговорам. Из документа исчезли формулировки, прямо называющие Россию агрессором, а Украину жертвой. Вместо этого расплывчатые формулировки про разрушительную войну и вторжение, но без указания, кто именно и куда вторгся. По данным The New York Times, американцы пытаются сохранить пространство для возможного диалога и не хотят рушить каналы связи. Такой подход рискует сыграть на руку Кремлю, который давно добивается именно такой нейтральной трактовки событий. Ну а если уже играть в нейтральность и попытки угодить всем, размахивая руками, история с жестом продолжается. Fight, fight, fight! Amen! Издание «Политико» посчитало, сколько раз Трамп сделал то, что выгодно Путину. К примеру, Трамп называет Зеленского диктатором и обвиняет Украину в начале войны, предлагает уступки территориальные ради мира и ограничивает военную помощь для Украины. Вместе с тем хвалит Путина за умное решение, заявляет, что Европе следует самой разбираться с Украиной и готов вести переговоры с Путиным без участия Киева. Несколько заявлений, которые собрали журналисты, направлены на ослабление НАТО хотя бы в информационном плане, ну и все эти заявления уже имеют свои последствия. Москва и Вашингтон ведут секретные переговоры в Швейцарии. По данным Reuters, в последние месяцы в Женеве проходили закрытые встречи между представителями двух стран. Кто именно участвовал, неизвестно, но это были неофициальные лица с серьезным дипломатическим и силовым прошлым. Эти переговоры не были санкционированы официальными властями, но кое-кто в Белом доме о них знал. Украина могла быть вообще не в курсе. Конкретные темы обсуждения остаются тайной, но основной целью было снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном. Если эти встречи больше не нужны, значит ли это, что переговоры между Кремлем и Вашингтоном переходят в более серьезную или даже официальную фазу? Трамп готовится сдать Зеленского. Вашингтон дает сигналы, что ему лучше уехать. В окружении Дональда Трампа прямо об этом говорят. Советники президента считают, что лучший вариант для Зеленского немедленно уехать во Францию. В Белом доме открыто обсуждают смену власти в Киеве. Недовольство Зеленским особенно выросло после его отказа от сделки по редким минералам. Трамп уверен, что в сентябре Зеленский пообещал предоставить США редкоземельных металлов на сумму в $500 миллиардов в обмен на поддержку, но потом Киев якобы отказался от сделки. Советник Трампа призывает сейчас Зеленского вернуться за стол переговоров по этому вопросу срочно. Мы собираемся продолжать. Он должен вернуться за стол переговоров, и мы продолжим обсуждать, куда движется эта сделка. Послушайте, очевидно, что президент Трамп сейчас очень расстроен из-за президента Зеленского. Тот факт, что он не пришел за стол переговоров, что он не захотел воспользоваться этой возможностью, которую мы предложили. Я думаю, что в конце концов он дойдет до этого, и я надеюсь, что очень быстро. А Нью-Йорк Пост публикует на обложке Путина, но обращается, похоже, к Трампу. Вот это диктатор, пишут они. Эта газета исторически поддерживала Трампа. Он называл ее любимой газетой. Но, похоже, терпение лопнуло. Хотя в 2020-м у них уже были нестыковки, теперь удар нанесен открыто. Нью-Йорк Пост принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку. К слову, он приглашался на инаугурацию Трампа. И вот теперь даже его издание оборачивается против нового президента. Другое издание, Newsweek, провело опрос и выяснила, что 41% американцев считают Дональда Трампа диктатором, тогда как Владимира Зеленского только 22%. Шокирующая статистика. Подтверждены личности 95 тысяч погибших российских военных. Именно столько российских военных, по данным расследования Медиазоны и русской службы BBC, согласно всем
документам в открытых источниках можно назвать безвозвратными потерями. И это только те, чьи имена удалось установить. Особенно жуткая деталь. Среди них 16 тысяч бывших заключенных, которых завербовали прямо из колоний и отправили на передовую. Еще около 23 тысяч убитых — это бойцы так называемых ДНР и ЛНР, которых даже не вносят в общий список потерь. Но это лишь вершина айсберга. Журналисты подчеркивают, реальные цифры гораздо выше, ведь в их списке только те, чью смерть можно подтвердить по открытым источникам. Настоящий масштаб потерь — страшная тайна Кремля. Опасность в Балтийском море. Подводные кабели снова под угрозой. В исключительной экономической зоне Швеции, острова Готланд. Снова обрыв линии связи между Финляндией и Германией. Пока официально не говорят, что это диверсия, но похожие инциденты уже случались, и мы с вами уже говорили о них в эфире Нехта Лайв. Это уже третий случай повреждения кабеля за последние месяцы. В ноябре и декабре прошлого года он был полностью оборван. В целом, в 2024 году были повреждены подводные кабели между Финляндией, Германией, Швецией и Литвой. Тогда западные спецслужбы подозревали Россию. Позже Финляндия даже задержала российский танкер «Игл-С» в связи с расследованием. Теперь НАТО разворачивает миссию «Балтийский часовой», чтобы защищать критически важную инфраструктуру. Вопрос один: кто стоит за последними повреждениями, случайность или чей-то продуманный удар? Как вы думаете? Не забывайте писать в комментарии свои мысли, они правда нам очень важны. И спасибо за то, что вы пишете и ставите лайк. Следственный комитет отказался расследовать гибель Лермонтова. Как так? Кто скрывает от россиян правду? Следственный комитет официально заявил, что не будет расследовать обстоятельства гибели российского писателя. Хотя депутат Госдумы Николай Бурляев недавно уверял всех в обратном. Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера. О ее ходе и результатах будем сообщать. Ранее он громко заявил, что дело сдвинулось, а следком якобы начал предметную работу. Теперь же выяснилось, что это была чистая фантазия. Но издание «Фонтанка» даже провело опрос на улицах Петербурга. Знает ли кто-то, кто убил Лермонтова? Может быть, именно так они ищут свидетелей. Вы знаете, кто убил Михаила Юрьевича Лермонтова? Кто? Мартынов. А при каких обстоятельствах? Оскорбил его. Ромашук. 1841. Не помню, честно. Сейчас не вспомните. Надо уверен, насколько я помню. Если не путаю с Пушкиным. Знаете? Поверьте, я очень дотошный до истории. В таких вопросах. Он на дуэли вроде погиб. Правильно? На Кавказе. Да. Это я помню. Вот кто убил конкретно, я не могу сказать. По имени что-то надо, да, назвать? Ну, фамилию можно. Или кто вообще, при каких обстоятельствах? Кто? Вроде уверен, да. Я не помню, что Пушкина там, честно, Лермонтова. Новый глава ФБР участвовал в расследовании российского влияния на Трампа, хоть и сам якобы получал деньги от россиян. Сенат США, фактически подконтрольный республиканцам, утвердил Каша Пателя на пост директора ФБР. Патель известен как жесткий сторонник Трампа и его идеи зачистки госструктур от так называемого глубинного государства Deep State. Демократы категорически против, заявляют, что новый глава ФБР может превратить бюро в инструмент политической мести. В прошлом он уже призывал к возмездию против критиков Трампа, а теперь получил в руки один из самых мощных силовых рычагов страны. Господин президент, как я уже сказал, ФБР в последние годы потеряло доверие американского народа. Во многом это кажется, или я должен сказать, что во многом это происходит из-за того, что политика заразила важную работу ФБР. В 2024-м Кэш Патель получил $25 тысяч от компании Global Tree Pictures, принадлежащей режиссеру Игорю Лопатенку, имеющему гражданство России и США. Эти средства были выплачены за участие Пателя в документальном сериале «Вся президентская рать. Заговор против Трампа», который вышел в ноябре 2024-го на платформе Такера Карлсона. В этом проекте Патель и другие бывшие чиновники администрации Трампа представлены как жертвы предполагаемого заговора против президента. Лукашенко спутал предвыборную программу с разговором о сельском хозяйстве, и все было бы ничего, если бы... Вы должны проконтролировать, как содержится скот. Это очень важно. Главное – это дисциплина. Это повышает дисциплину, технологическую дисциплину. Тут хоть круть-верть, хоть верть-круть, никуда не денется. Нет технологии, нет молока и угробит скот.
Порноактриса Бонни Блю забеременела после челленджа с 1000 мужчин. Актриса объявила о беременности после своего скандального мероприятия. 1057 мужчин за день. Моего ребенка не будут булить в школе, потому что у него 1057 отцов. История уже вызвала жаркие споры, кто отец, что ждет ребенка и какие последствия будет иметь этот рекорд. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.